Сегодня в нашей студии руководитель одного из ключевых парламентских комитетов, депутат Беслан Халваш. Беслан Викторович, добро пожаловать к нам на передачу «Обсварывание». Я, кстати, попробую без шпаргалки воспроизвести название вашего комитета. Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Название тоже очень длинное, я специально подчеркнула. Должно быть у комитета много работы. Поговорим? Пожалуйста. Для начала, много законопроектов на обсуждении у нас в комитете? У нас самые главные законопроекты – это отчет об исполнении бюджета республиканского, отчет об исполнении бюджета внебюджетных наших фондов и много законодательных инициатив, которые проходят через наш комитет. Их порядка 10-15 законопроектов. И еще у нас есть законопроекты, которые нам достались в наследство от 6-го созыва. И большую часть этих законопроектов и наш парламент сумел рассмотреть. И в производстве сейчас тоже есть несколько этих законопроектов. Можно сфокусироваться немного на проблемах, которые есть в работе комитета, либо более конкретно сказать, из всех этих законопроектов или законодательных инициатив, что самое сложное, скажем, может быть, какой-то законопроект особенно острый, актуальный, сложный и так далее? Особенно по тем законопроектам, которые нам достались от 6-го созыва, эти законопроекты не могли в тот период быть приняты. Некоторые реформы, некоторые законопроекты, которые нужны действительно нашей стране, они необходимы, но мне кажется, иногда со сложившейся политической ситуацией, с невозможностью объяснить нашему населению необходимость принятия этих законопроектов, каким-то образом эти законопроекты откладывались. Но это не значит, что эти законы не нужны были нашей стране. Мы действительно, я считаю, работой нашего комитета, наших коллег, остальных депутатов, которые принимали участие при принятии большинства из тех законопроектов, которые нам достались от 6-го созыва, это очень большим достижением. Это очень важно для нашей экономики, для налоговой системы, для администрирования налоговых поступлений, таможенных поступлений. Это очень серьезные законопроекты и законы, которые уже вступили в силу. Есть у нас на рассмотрении закон, сейчас мы принимали недавно, комитет рекомендовал наш о едином социальном налоге. Он тоже вызывает у части наших сограждан вопросы, и мы Он тоже из прошлого парламента? Или это ваш? Да. Из прошлого? Да. Но это очень важный законопроект. У нас есть порядка 5 внебюджетных фондов. Была идея у прошлого созыва объединить все фонды в один единый социальный фонд, в котором, не ущемляя права тех, кому были адресованы работа предыдущих фондов, тех же инвалидов, репатриации, саккумулировать средства в одном фонде и внутри этого фонда распределить, заняться распределением и помощью тех социальных слоев нашего населения, кого это все касается. В фондах работают люди, понятно, да? Это тоже рабочие места и так далее. Это как на них-то как-то это отразится? Объединение всего Объединение от фондов на какой-то части, на малой части мы решаем действительно вопрос очень правильный. Когда мы сделаем единый социальный фонд, если нам удастся принять этот закон, те люди, которые сегодня будут работать, которые сегодня работают, в большинстве своем они будут в районах работать, в центральном аппарате работать, то есть они должны и будут выполнять те функции, которые они выполняли ранее. Речь идет об администрировании, об упрощении и усовершенствовании администрирования тех поступлений, которые идут в этот фонд в будущем. Наши бизнесмены, которые формируют из наших заработных плат, из отчислений от нашей заработной платы,
формируются эти фонды. Да? Вот много наших бухгалтеров, много наших бизнесменов, они говорят и ставят перед нами вполне справедливый вопрос о том, что вы сделаете, да, вот в одно место, чтобы мы заплатили, а внутри как вы будете распределять эти средства. Это как То есть бы, это будет удобно. это будет гораздо удобно, более удобно, да, чем сейчас. это будет гораздо удобно, чем Да. сейчас. Это будет более эффективно для всех категорий наших граждан, которых касается работа этих фондов. Ежегодно у нас меняется характер и направленность расходования этих фондов в зависимости от той ситуации, которая у нас складывается. Да, вот если мы вспомним времена, когда была пандемия, да, нам надо было ориентировать, да, большую часть наших средств, наших доходов на борьбу и на лечение наших граждан. Нам надо было изыскивать из других фондов или какие-то отдельные статьи из республиканского бюджета, как бы перенаправлять туда. То есть эффективность работы единого социального налога, она очевидна, она нужна. Да, у людей, которые работают в сегодняшних фондах, возникают вопросы. Мы намерены в работе комитета привлечь и представителей этих фондов, и наших бизнесменов, и наше экспертное сообщество, чтобы обсудить те вопросы, которые возникают у всех наших граждан, и как минимизировать, да, вот, какие-то вот негативные последствия принятия У меня этого сразу бюджета. сейчас два вопроса фонда. возникают неожиданно. Да. Первое, вот опять же я в формировании этих фондов, ну, разбираюсь, скажем, немножко поверхностно, да, признаюсь. Прозрачность – это правильная тема в данной Конечно, ситуации? Правильно? конечно. Это повлияет на прозрачность? Конечно. Это повлияет на прозрачность, это повлияет на эффективность администрирования поступлений в этот фонд, потому что главным администратором поступлений в этот фонд будет по законопроекту будет являться Министерство по налогам и сборам, не какой-то отдельный орган госуправления, да, вот, а именно Министерство по налогам и сборам самый компетентный в этом деле, как бы в этой работе управления государственное. И я думаю, что эффективность и объемы поступления в этот фонд они будут увеличены. Комитет ваш единогласно проголосовал за этот законопроект? Да. Проголосовал. Да. А почему вот сложно бы его принять было, или теперь тоже вы прогнозируете, что сложно? Почему? Сложность заключается в том, что отдельная категория людей, да, вот у людей возникают законные вопросы. Да, вот, допустим, если касается фонда инвалидов или фонда репатриации, может на первый взгляд создаться впечатление, что как бы, да, нивелируется работа этих фондов, да, вот как бы мы начинаем по-другому относиться к этой категории наших сограждан. Ну, поверьте мне, ничего подобного в этом нету. Идея объединения всех этих фондов в единый социальный фонд, оно улучшить обслуживание тех же инвалидов. Диалога, обсуждения вот не было вот с ними, с этими фондами, с их руководителями, чтобы они поняли, во имя чего вы это делаете? В ближайшее время комитет планирует публичное обсуждение, на которое будут приглашены и работники СМИ, и представители бизнес-сообщества, и работники, и руководители этих фондов. Мы планируем все вместе. Да, вот, может, поступят какие-то предложения ко второму чтению, в котором мы можем внести поправки в работу, да, будущего единого социального фонда, и оно позволит еще улучшить. Да, может появятся какие-то предложения, которые улучшат работу и администрирование этого фонда. По-разному оценивают парламент и отдельных его депутатов и в обществе, и, в общем, и среди СМИ. Журналисты хотели бы иметь дело с депутатами, которых не надо уговаривать для интервью, которых не нужно убеждать, что работа со СМИ – это их обязанность. Но чаще всего, честно говоря, журналисты сталкиваются с другой ситуацией. Не дозвонишься или не договоришься. Речь идет о части депутатов и тоже вот о части чиновников, не обо всех, конечно, идет речь.
И тем более сказанные сейчас не имеют ни малейшего отношения к вам. Хочу спросить, вы когда-нибудь за период депутатства отказывались общаться с журналистами? Нет такого, я не припомню. Может, ваши коллеги что-то, но я такого не припомню. Вы не припомните, да. Я да. почему говорю, я тоже не сомневаюсь в том, что вы этого не делаете, потому что вы достаточно эффективно работаете со СМИ. Я почему сейчас перешла прямо к этому вопросу, потому что договориться об интервью с вами было настолько легко, что я удивилась, потому что обычно приходится уговаривать и упрашивать людей. В этом плане, конечно, нашему телеканалу, думаю, что не только нашему телеканалу, вообще журналистам очень тяжело. И вот выражу свое недоумение по поводу того, что люди, которые добивались депутатства, шли в парламент, и вдруг они говорят себе, что они не публичные люди, и общаться, говорить они не могут, они боятся камеры и так далее. Разве публичность, политическая деятельность не является вообще главной частью работы депутата парламента? Да, так оно и есть. Вот, если спросите меня, ваши коллеги-журналисты часто общаются с теми, кто идет на контакт, правильно? Ну да. И мне иногда не хочется слишком часто, да, вот чтобы наши... Насчет на самом деле... Искенаги, ей сарейстахзым, абри сара сыкхугалуша, и вот есть история, при котором иногда не хочется очень часто, да, вот быть... но дело в том, что журналисты уже знают, кому не надо вообще подходить, потому что смысла нет, и знают, кому надо подойти, и который всегда скажет, что нужно. Вы, скорее всего, правы, но вы понимаете, есть у нас коллеги, которые вот еще к такой публичности не привыкли, но это далеко не означает то, что они хорошие депутаты, у них очень много хороших инициатив, и мне вообще, вот, анализируя то, что вот как даже по статистике, да, взять, да, обычно работа депутата была, вы тоже были депутатом, вице-спикером нашего парламента, вы знаете, да, в основной своей массе депутаты рассматривали те законопроекты, которые приходят из администрации президента, от исполнительной власти, да, вот процент инициируемых депутатами использовать свое конституционное право законодательной инициативы, вот этот процент в нынешнем составе парламента, в 7-м созыве, очень высок. Я вам хочу с гордостью заявить, что практически одинаковое количество законопроектов приходят к нам от исполнительной власти и инициируются депутатами. Это хорошо, да, кстати. в этом плане работа депутатов, она очень неплохо поставлена. Какие-то инициативы проходят, какие-то не проходят. Это обычная ситуация и обычная работа этого парламента, но процент законодательных инициатив именно от депутатов у нас и в нашем созыве очень высок. Высок, да? Да. Хорошо, это вот возьмем на заметку, интересная информация. Вот откуда вы сами вот получаете информацию, мне вот интересно. Я не говорю вот о вашей деятельности, там, в законодательной ветви власти, вообще информация обо всем, что в стране делается, политическая, не политическая, всякая информация. То есть вы смотрите телевидение, находите материал какой-то в Фейсбуке, в телеграм-каналах и так далее. Вот с какими источниками вы работаете? Наверное, первый этот опыт работы в органах исполнительной власти. Я знаю те проблемы, которые есть. Я избрался, будучи руководителем одного из органов госуправления, работая в правительстве, я знал наличие множества проблем нерешенных, которые есть у нас в стране. Вы правы, мы
от средств массовой информации узнаем много того, что нам надо рассматривать. Потом мы очень плотно работаем с нашим Государственным комитетом по статистике, мы анализируем статистические данные, мы работаем с нашими министрами по налогам, председателем Государственного таможенного комитета, их представителями. Мы занимаемся тем, что мы общаемся, выясняем, какие проблемы у них есть. И, честно говоря, самая главная задача – совершенствование администрирования основными нашими фискальными органами, которые вот, в работе моего сразу комитета… видно, что вы пришли из исполнительной власти. Вот я сейчас начинаю думать о том, что, конечно, вот человек, если придет с определенным опытом, если большой опыт, тем более, вопрос о публичности его в парламенте уже в процессе этой работы не возникает. Он уже готов для публичной, политической и прочей деятельности. Новая власть, президент, новое правительство. Есть какие-то уже предположения у вас лично о том, каким будет сотрудничество с исполнительной властью на этом этапе? То есть ваш парламент, ваш созыв работал с одной властью, а теперь уже вот с новой властью. Ну, я предполагаю, что это будет продолжение работы той, которая велась вот с предыдущей властью и с нынешней. Я, как председатель комитета, имел возможность пообщаться с руководителями нашей страны, и мы в ближайшее время подкорректируем план нашей законотворческой деятельности, и чтобы те законопроекты, которые мы инициируем, которые будет инициировать исполнительная власть, чтобы мы могли сбалансированные законопроекты выносить и принимать по ним положительные решения. Наше население, наши граждане ждут начала, да, и у нас начало было, но продолжение всех тех реформ, которые должны произойти у нас в экономике, мы должны добиваться, я как председатель комитета, да, я свои задачи вижу, добиваться увеличения поступления в бюджет, улучшения администрирования наших фискальных органов и как бы те финансовые возможности, которые появляются дополнительно у нашей страны, они позволят больше помогать нашим гражданам, больше принимать тех решений, которые будут улучшать жизнь наших с вами сограждан. Можете сказать, что двери между парламентом и президентом, скажем так, то, в общем-то, вы в одном здании, да, и ближайшие соседи, да, что эти двери не будут закрываться? Я очень сильно надеюсь, что эти двери не будут закрываться, они сейчас открыты. Новое руководство нашей страны, оно, по моим ощущениям, оно готово к диалогу с парламентом. Я думаю, что на ближайшую сессию представители исполнительной власти к нам придут, и мы будем обсуждать совместное наше плодотворное сотрудничество исполнительной власти и законодательной. Мы сейчас все наблюдаем за тем, как формируется правительство. Там, да, кадровые назначения не все еще осуществлены. И понятно, что люди ждут, и главы районов, кстати, тоже пока еще практически не назначены было, насколько я понимаю, только 2 назначения, кажется. Как вы думаете, главные условия для эффективной работы новой власти? Я уверен, какие-то кадровые формирование правительства идет, формирование администрации президента идет. Я думаю, что главный орган, который будет формировать политические задачи перед правительством, перед страной, это администрация президента. В зависимости от тех задач, которые будут стоять перед нашей страной, кадры должны подбираться, и квалификация наших руководителей, кто назначен, кто будет назначен, да, но кадровые назначения должны максимально соответствовать тем задачам, которые ставит глава государства, руководитель правительства, и мы как законодатели, осуществляя свои контрольные функции, мы тоже будем как бы в этом деле
не знаю, помогать. Но Ну, то есть- я все равно думаю, что самая главная задача сформулировать то, что нам нужно, вот, руководителям страны, то, что нужно сделать на ближайшие 5 лет, да, на президентский срок, и подбирать под эти задачи будущих руководителей. Мне бы так, например, хотелось. Ну, правильно. Вот мы историки, мы историки говорим, что в истории не было человека, правителя, который решил бы все задачи, которые стояли Такого бы не перед бывает, государством. да. Это просто нереально невозможно. Да, и мы судим или оцениваем исторического деятеля, исходя из того, что он сделал, да, и смог ли он выбрать именно главные задачи среди множества, именно самые главные, ключевые, те задачи, решение которых дальше потянет много других вопросов и других задач. Согласны? Да, Да. да. Идея цифровизации. Вы ее поборник, насколько я Да, знаю, да. да? Что это есть? Что это есть? Что это такое? Цифровизация страны, цифровизация в Абхазии. Что это? Идея в чем заключается? Да. Идея заключается, еще раз возвращаюсь, к совершенствованию администрирования и к совершенствованию оказания государственных и муниципальных услуг. Наши граждане зачастую, имея желание получить определенные государственные услуги, оббивают пороги наших чиновников из одного кабинета, из одной организации в другую, выстаивают в очередях. И, очень много, особенно вот у нас паспортная система, да, вот закончились паспорта, вся страна стоит в очереди там на Званба-9. Мне кажется, что нам нужно и подошло время для того, чтобы облегчить в этом плане жизнь наших с вами сограждан. В мире все уже придумано по автоматизации оказания государственных услуг, делаются соответствующие приложения мобильные. Я, пользуясь тем, что я работал руководителем одного из госуправлений в нашей стране, который связан с цифровизацией, и названием той организации, которую я возглавлял, и было связано с внедрением цифровых Это, кстати, был государственный комитет. Да, Как он да, назывался? и он есть Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Работа этого комитета должна быть выставлена на то, чтобы создать технические условия для того, чтобы обеспечить автоматизированное оказание государственных услуг. Мы наш созыв и по инициативе нашего комитета, мы очень много внесли изменений в наш гражданский кодекс, который позволяет оказывать цифровые услуги. Мы внесли законодательство в работу нашей банковской сферы, который может уже использовать, вот как российская банковская система, приложения, онлайн-банкинг, да, о котором мы говорим, в телефоне человек, чтобы управлял своим счетом, модернизация обслуживания банковской системы, оно сейчас идет, и многие банки справились с частью этих задач, многие разрабатывают соответствующие технологии, потом оказание услуг нашему населению, связанных с получением паспортов, с получением водительского удостоверения, с получением каких-то справок, замены, я не знаю, каких-то документов. Все люди должны, даже мы подойдем к той черте, когда люди, не выходя из своего дома, из своих мобильных приложений, которые у них есть, они могут обращаться в те или иные государственные учреждения, и они должны получать весь перечень государственных услуг, не мучая их, не вытаскивая их с домов, не выстаивая в очередях. Да, это совершенно другой технологический уровень, очень удобный и комфортный для людей. Да, это очень комфортно для людей, да. И мы подошли и внесли изменения в наше действующее законодательство, которое позволяет даже для наших бизнесменов сдавать бухгалтерские балансы
не ходя по, да, вот дистанционно, все представители бизнеса могут уже бухгалтерские балансы, каждый бухгалтер знает, будучи, да, вот, вы руководитель, что ваш бухгалтер ежеквартально или если государственное учреждение каждые полгода, она должна обходить все фонды пенсионные, статистику, вот это вот все делать, а сейчас у нас появится, и вот у очень многих появилась возможность бухгалтеру, не выходя из кабинета, проводить все необходимые платежи. Ну, их обучают этой программе, я так поняла, да? Да, Обучают. да, Сначала надо их да, обучить да. этой программе. Да, большим достижением было, что Министерство финансов Да, и да, да. совместно вот с технарями, с нашими связистами, они внедрили казначейскую систему. Сейчас эта система, она еще совершенствуется, и вы не представляете, какое количество бумаг просто экономится на том, что внедрена электронно-цифровая подпись. Не надо каждую бумажку заливать топливо в машину, ввести в какое-то учреждение государственное, отдавать. Это все можно делать дистанционно, и вот эта ситуация, она должна наращиваться, она должна, вот как мы в государстве это сделали. На каком этапе сейчас находимся, если вот говорит, мы начали только, или же уже есть какие-то важные Вот мы по достижения? казначейству сделали, мы внедрили на электронно-цифровую подпись, мы внесли необходимое для онлайн-банкинга все изменения в наше банковское законодательство, мы внесли изменения в наш гражданский кодекс, который позволяет оказывать цифровые услуги. Но внедрение этих технологий, оно связано, первое, с изменением законодательства, с внедрением программных средств и технического оборудования. И третье, обучение тех людей, которые должны работать на этих программных средствах. И эта работа идет. Мы в прошлом году и в этом году заложили необходимые средства в нашем Абхазском государственном университете готовить наших бухгалтеров, наших людей к новым IT-технологиям, для того, чтобы наши граждане могли получать соответствующий уровень знаний, который позволит работать вот в таких современных условиях. Это первое, когда мы говорим о том, что у нас очень сильно раздутый чиновничий аппарат, административный аппарат, внедрение новых технологий, он позволит отчасти сэкономить не только средства на работу этих средств, а еще чуть сократится, я думаю, штатное расписание. Оптимизировать, да. Да? Поговорим о бюджетной ситуации. Это вот ваша сфера. Да. Между парламентом и исполнительной властью возникали трения по поводу бюджета. Интересно было бы узнать, чем они обычно вызваны, в какой области лежат главные нестыковки. И, конечно же, самый важный вопрос в этой связи. Вот какая тенденция развития бюджетной ситуации наблюдается в стране? Вы правы, каждое принятие бюджета на очередной финансовый год, это связано с определенными консультациями, будем мягко говорить, да, с представителями Министерства финансов, с Министерством экономики, с исполнительной властью. Конечно, нам, как депутатам, хочется бюджетные параметры, чтобы были больше, и обязательств было больше перед руководителями этих ведомств, но есть ситуация экономическая, при которой мы должны прогнозировать то, что мы можем заработать на очередной финансовый год. Да, это не то, что какая-то конфликтная ситуация, это рабочая ситуация, при которой это очень рабочая ситуация, при которой мы хотим, и мы ежегодно к тем показателям, которые приходят к нам на очередной бюджетный год, мы, депутаты, как правило, добавляем этих обязательств от парламента тоже чуть больше в пределах тех сумм, которые, как на взгляд депутатов, которые возможно это выполнить
просто взять как бы с потолка и написать какую-то цифру, которая не может быть выполнена. Мы тоже это не можем делать. Мы прогнозируем ту экономическую ситуацию, которая складывается на очередной финансовый год, и мы подсказываем, где можно еще изыскать какие-то отдельные источники, которые позволят. И вот эти последние годы, Да, какие статьи вызывали больше споров? Последние годы мы ежегодно к тем показателям, которые, к плановым показателям, которые приходят к нам от исполнительной власти для Министерства по налогам, для Государственного таможенного комитета, мы, как правило, депутаты, мы к их планам еще добавляем, да, больше средств на то, чтобы пополнение и поступление в бюджет еще больше увеличить. Мы все понимаем, что какая-то часть нашей экономики находится в тени. Вот шестым созывом, да, был принят закон о внедрении контрольно-кассовой техники. Если государство, наши главные фискальные органы не научатся контролировать денежные потоки, да, торговые объекты, объекты общественного питания, объекты туризма. Это основные виды деятельности, которые формируют наш бюджет. Если мы не сможем их эффективно администрировать, я думаю, что поступление в бюджет будет очень скромны. Но я хотел бы отметить, что наше правительство последние годы мы в 2,5 раза мы увеличили собственные возможности. Вот по расходной части в этом году порядка 18 миллиардов рублей, расходная часть. Нас эти суммы радуют, но мы понимаем, что они далеко недостаточны для того, чтобы мы с вами могли содержать нашу страну в тех пределах, да, чтобы обеспечивать все социальные обязательства нашей страны. Эта работа не должна останавливаться, мы должны, на мой взгляд, подходить, да, и принимать те законопроекты, и организовывать такое администрирование, при котором мы через пару лет могли бы подойти к цифре 30 миллиардов. Поверьте мне, это не заоблачные цифры. Если мы с исполнительной властью наметим, запланируем принятие ряда законопроектов и в этом направлении все вместе поработаем, я думаю, что мы подойдем... 30 это собственных доходов? Да, 30. У нас есть у нас резервы, которые... Позволят. Да. Я очень сильно надеюсь на то, что с нашей новой властью мы сможем эффективно поработать для того, чтобы мы должны сформировать бюджет нашей страны, который будет маломальски обеспечивать нашу экономическую независимость нашей страны. Да. И нашей главной задачей вот в мирное время, да, в военное время мы все должны защищать свою родину, а в мирное время мы должны обеспечить ее экономическую независимость, ее финансовую независимость. То есть экономическую самодостаточность. И экономическую самодостаточность. И эта самодостаточность позволит нам и обеспечить охрану нашей страны в том числе. В парламенте поднималась вот как-то проблема протекционизма, то есть экономическая политика, которая в разные времена проводили разные государства и так далее, протекционизма, и даже Соединенные Штаты Америки. В первое президентство Трамп заявил о том, что они будут проводить протекционистскую политику. Я вот о чем говорю, я просто иногда даже слышу от людей, что вот почему разрешают ввозить некоторые товары, которые у нас производятся, продукты, которые у нас производятся, там, скажем, вода, там еще что-то, что у нас есть, вот что почему разрешают и так далее. Скажем, иногда из-за того, что разрешают ввозить арбуз, да, хотя очень сладкий арбуз возят, я не против, да, но местные производители, когда у них перепроизводство, бывает, что неурожайные годы, это да, вот когда урожайный год, говорит, вот мы не можем продать, говорит, свою продукцию, потому что разрешают вывозить и прочее, прочее. Вообще проблема протекционизма нашей экономической политики, она обсуждалась как-нибудь в парламенте или вот надо об этом подумать? Она обсуждалась у нас в парламенте, она обсуждалась и в правительстве. Главная функция наших таможенных органов – это защита
собственного производителя, когда устанавливаются таможенные платежи, мы должны знать о том, что вот, да, на те товары, которые производятся у нас в стране, чтобы они реализовывались, надо увеличить таможенные ставки на ввозимые товары. Вот вы назвали ввоз воды, таможенные платежи на ввоз воды, они увеличены. Да, для того, чтобы, значит, защитить тех наших производителей, которые разливают и выпускают эту продукцию у нас. В плане, не поверите, мы именно арбузы и называли, когда, да, говорили у нас, да, в Очимчильском районе, у нас село Адзюбжа, да, там есть очень плодородные земли, где выращивают паквеш, да, у нас есть села, где выращивают очень много арбуза, и, конечно, мы должны поощрять на какой-то период, потому что есть месяцы, когда нету, пока еще не созрели арбузы, допустим, в этих селах, возят какие-то арбузы. То есть надо регулировать. Да, это надо регулировать оперативно, всеми этими вещами надо заниматься. Производство пива, производство виноводочных изделий. У нас есть, да, вот, производство таких товаров и услуг. Ну, в импорте других товаров, ну, как бы мы можем и не нуждаться, но запрещать ввоз этих товаров мы на территории своей страны мы не можем, поэтому мы должны регулировать по таможенным тарифам, да, чтобы обеспечить конкурентное преимущество наших производителей. Спасибо. Насколько мне известно, вы против налоговых послаблений. Все мои коллеги... Потому что обычно все популизмом многие занимаются, говорят, надо понизить налоги, вот, невозможно, всех душим и так далее. А вы против этого? Коротко можете обосновать? Да, все мои коллеги знают, что каждое освобождение, особенно от налога на добавленную стоимость, это главный источник пополнения именно республиканского бюджета, потому что налог на прибыль идет в местные бюджеты, а вот единственный, не единственный, но самый главный источник поступления и формирования республиканского бюджета – это налог на добавленную стоимость. Я крайний противник необоснованного освобождения от этого вида налога наших бизнесменов. Я считаю, что наше налоговое законодательство надо, значит, совершенствовать, и как и совершенствовать методы администрирования, но оно очень либеральное, поверьте мне. Наши налоги очень-очень либеральные, и по сумме налоговых ставок, ну и по методам взыскивания этих налогов. Да, невозможно в нашей стране нашим бизнесменам сказать, что нас душат налогами. В этом плане, для того, чтобы облегчить жизнь нашим предпринимателям, мы приняли, я много раз говорил здесь, закон об упрощенной системе налогообложения, просто взять с оборота и платить там 6% до определенной суммы доходов. Мы вот на подходе законопроект, по которому был специальный налог, который необходимо отменять. Есть и налог по патентной системе. Мы хотим объединить и специальный налог, и налог о патентной системе для того, чтобы для очень мелкого бизнеса обеспечить очень лояльное налоговое администрирование в отношении тех людей, которые зарабатывают немного. Поверьте мне, нету никакой политики ни в парламенте нашей страны, ни у исполнительной власти по ужесточению, значит, работы и деятельности наших бизнесменов. Самая главная задача – эффективное администрирование. Это самая главная задача, которую мы должны выполнить. А я традиционный противник необоснованных налоговых освобождений, потому что я знаю, последствия будут не очень хороши для нашего бюджета, для нашей страны. Во все времена, наверное, как только появились вообще налоги, наверное, в истории человечества, власти каждой страны, вот они много внимания уделяли именно налоговой политике, потому что это вообще основа, наверное, существования, да, любого государства, потому что существовать и дальше развивать государство без этого невозможно. В парламенте у вас есть отдельный комитет, насколько я помню, по экономической политике, да, но
Тем не менее, вот все равно понимаю, что вы очень не стереотипно относитесь ко многим вопросам и так далее. Хочу у вас вот спросить и получить честный ответ. Туризм, который мы ставим во главу угла, туризм. Туризм может существенно повлиять на состояние экономики? Да. Да, я уверен, я, наверное, часто это слово произношу, но при правильном администрировании этого вида деятельности мы туристическая страна, и я считаю, что доходы, налоговые поступления от этого вида деятельности должны быть, да, определяющими формирование нашего национального бюджета. Помимо того, что человек оказывает, да, именно туристические услуги, есть еще туризм тянет за собой сельское хозяйство, сферу услуг, там, общественное питание, объекты торговли. За туризмом идет как бы подтягиваться остальные сферы нашей экономики, и там тоже у нас по структуре доходности у нас идет на первом месте торговля, потом туризм, потом связи, как бы доходы от связи. И вот в такой последовательности это все идет, но туризм должен являться локомотивом развития нашей экономики. Есть большое желание вообще думать дальше вот, о последствиях, скажем, ну, того же туризма. С одной стороны, без него мы не можем существовать, с другой стороны, как он меняет людей, как меняет менталитет, психологию, Начиная с экологии. ценности, экологию и так далее. Да. Можно копнуть глубоко. Разные поколения, понятно, что мыслят по-разному. В свое время афинский правитель Перикл говорил, что в стране там смута и так далее, что для него самое главное, что там на улице думает молодежь. Вам не кажется, что мы запустили молодежь? Ну, я бы так, может, не сказал бы, что мы запустили молодежь. Я вижу разную молодежь, да, вот, и молодежь, которая уходит под влияние каких-то социальных сетей, да, вот, влияние интернета. Мы должны же формировать умы наших детей, да, мы должны заниматься воспитанием и формированием мировоззрения наших детей, да, когда у нас не хватает времени, да, на то, чтобы уделять им в этом плане внимание. Часть молодежи уходит в другую сторону, это работа с социальными сетями, при использовании интернета можно смотреть и видеть все, что происходит сегодня в мире. Да? И многие наши молодые из-за своей неопытности, они понимают, что там, да, вот где-то жить в какой-то стране там, продвинутой, да, там, жизнь хороша, и какие-то идеалы, какие-то ценности, которые не связаны, может быть, не может быть, а зачастую с нашими какими-то национальными традициями, с нашим мировоззрением, которое было. Но мне кажется, что от нас больше интернет и социальные сети чуть начали нашу молодежь от нас уводить, и мы должны очень сильно на это обратить внимание. Мы больше внимания, начиная с детских садов, со школы, семьи в первую очередь, мы должны больше заниматься воспитанием своих детей и формированием в них мировоззрения. То, что отличает гражданина Абхазии, нашего абхаза, да, от как бы, да, какие-то отличия, которые есть с другими народами. Мы должны вот эту изюминку оставить за собой. Многие люди думают, что это как бы процесс развития цивилизации, но я далеко так не считаю. Мне кажется, что у нас, кстати, в разработке находится соответствующий закон о защите наших детей, о демонстрации насилия, всего того негативного, которое идет от
интернета, от социальных сетей. Это соответствующее законодательство, оно принято и работает в Российской Федерации. Оно на 100% не закрывает эту тему, но в этом направлении мы должны работать и законодательно ограничить наших детей. Не просматривали сети, где демонстрируется насилие, какой-то разврат, какие-то вот эти кошмарные вещи. Мы должны уберечь наших детей от демонстрации подобных негативных явлений. Я, кстати говоря, когда в каких-то организациях, учреждениях проводят где сконцентрировано много молодежи и проводят какие-то мероприятия разовые, они меня ни в чем не убеждают. Я просто каждый раз начинаю думать о том, что надо найти ресурсы, то есть буквально людей, которые знают, как надо правильно работать, потому что условия жизни, они новые, они другие. Вот как раньше нас в школе на линейку выводили, и там мы стихи читали или маршировали, так не пойдет уже. И поэтому всегда пытаешься найти, кто это мог бы предложить, сделать и так далее. Ну, на самом деле это остается серьезной проблемой. Некоторые народы используют вопросы религии для того, чтобы молодых, особенно наши братья там на Северном Кавказе, да, люди должны, или это должно быть воспитание, как вы сказали, да, там пионеры, комсомол, там партии, какие-то вот эти вот организации, или национальные традиции, или же вера в Бога. Мы должны в зависимости от характера ребенка направить ребенка именно в то направление, где он больше всего, его психика, его мировоззрение больше всего этому соответствует. Мне кажется так. И многие люди уходят в религию, и я считаю, что это очень хорошо. Многие в образование, многие в общественную деятельность, многие наши молодые очень бурно занимаются активно политической, такой молодежной деятельностью. Надо нам дать всем нашим молодым людям возможность проявить себя. Вначале вы сказали, что молодежь, она разная, правда? Да. Она очень разная, есть очень воспитанная, очень патриотичная, можно сказать, даже начитанная, хотя, может быть, таковых не так уже и много, потому что иногда, когда слышишь, что там молодые говорят, что мы не смотрим абхазское телевидение. Я хочу их родителям сказать, что они не смотрят абхазское телевидение, они не читают учебник по истории Абхазии, и в конечном итоге они не знают самые простые вещи, потому что очень много можно узнавать, и из нашего телевидения тоже. Конечно, очень много можно узнавать, да. Когда люди так думают и не знают элементарных вещей, когда не знают, например, скажем, кто такой был Соснолив. Недавно я виделась с его супругой, и она тоже была поражена, что там ребята уже взрослые, там давно закончили даже вузы и понятия не имеют, кто такой Соснолив, да, понимаете? И поэтому, когда они гордятся тем, что они не смотрят, потому и не знают. Поэтому, но есть другая молодежь. У меня на первом курсе есть студент, который сказал, можно вам заказать телевидению абхазскому, а мы показываем разные там сериалы и так далее, потому что мы своим контентом занять все это время, конечно, не можем. И он говорит, сериал, смотрите, а он говорит, «Мастер и Маргариту» там, где играет Басилашвили. Этот советский фильм, и так далее, серьезная постановка. Очень многие эксперты считают, что сам фильм лучше даже, чем произведение, да. И вот этот пацан на первом курсе об этом не говорит. Значит, есть у нас и такая молодежь тоже. В советское время историческая наука и политическая элита замалчивали, конечно, многие вопросы. Иногда, может быть, и руки не доходили. Я вот сейчас начинаю искать, скажем, литературу советскую, абхазскую историческую литературу о Великой Отечественной войне. Ситуация такая, что надо найти побольше литературы, что там есть. Боже мой. 1-2 человека занимались, понимаете? 1-2 человека. И практически получилось так, что мы знаем, да, общие цифры, сколько участвовало, сколько погибло, сколько героев. Это общие вещи. Да. А вот на самом деле, какой урон нанесла эта война нам,
да ведь определенно нам никто еще не сказал, не написал. И вот сейчас, когда к 80-летию мы реализовали проект, который называется «Знаешь, с годами еще больней». И мы записывали здесь детей, внуков, правнуков, участников Великой Отечественной войны, погибших, без вести пропавших и так далее. И вот они рассказывают такие трогательные истории, а я начинаю вот анализировать другое. Это были семьи, в которых погибло 4-5 человек. Понимаете, 4-5 сыновей, они не вернулись. Вот если бы они вернулись, их дети, внуки сегодня, вообще у нас была бы другая демографическая ситуация. Пусть прямо не совсем вот другая, но она была на самом деле другой. Вот, и это была страшная демографическая катастрофа для нас. Да, потому что она не единственная была в нашей истории, но вот она тоже была, вот, значит, страшная. Я говорю о том, что это еще одна демографическая яма получилась для нас. В чем мой вопрос? Я предисловие сделала такое большое. Просто я встречаю молодых людей, которые с пренебрежением говорят о многодетности. Зачем разводить нищету, говорят они. Вот, на мой взгляд, это очень опасная идеология. Что вы думаете по этому поводу? Я могу охарактеризовать сегодняшнее наше состояние вот в этой части как демографический кризис. Очень серьезно. Мы, возвращаясь к Великой Отечественной войне, вот мой дед пропал без вести. Мы буквально несколько лет тому назад мы его нашли под Псковом, похоронен. Мой прадед попал в махаджирство, но он вернулся и как бы обзавелся семьей. И по матери от отца, там, от деда брат один погиб, вот, нашли тоже без вести пропавший. Да? Вот, и нам пришлось, да, пройти эту войну, которая была у нас в 92-93 годах. И вы понимаете, на каждое поколение абхазского народа выпадало какое-то горе, которое не давало нам, да, вот, встать на ноги, нам развиваться. И эти беды, они не обошли нас стороной, и мы сегодня оказались в той ситуации, в которой мы находимся. Езжу часто на Северный Кавказ, там у меня много друзей, и я встречался с карачаевцами. Они были репрессированы, вы знаете, когда они вернулись, они были реабилитированы, им дали по одной овце, и там какие-то балаганы построили, они начали жить. Какие-то стартовые, минимальные вещи. Какие-то стартовые, минимальные. Да. Но самая главная идея была сохранить свой народ. Они перед собой поставили цель. Мы должны восстановиться. Вот после всего того, что мы пережили, мы должны в количественном плане, да, вот у них, по-моему, хорошо с демографией. У них это нашей национальной идеей должно быть. Мы очень малочисленный народ. Мы должны осознать то, в каком мы, да, вот в каком мы положении находимся. Вот мы на грани исчезновения. Вот учитывая те процессы глобализации, которые происходят в мире, и внедрение какой-то части технологий, да, они все связаны с тем, чтобы сделать общую массу людей. Да. Есть определенные люди, которые этим занимаются, целые институты занимаются сделать, может, одну, две, там несколько, может, как бы национальностей. У меня нету там маний каких-то, но процессы глобализации, они стирают культуру, язык многих маленьких народов. Мы должны перед этой опасностью, во-первых, осознать эту опасность, осознать эту опасность, да. И мы должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы продлить наше существование, будем говорить. Ситуация очень-очень сложная. Программа репатриации наших граждан, которые, да, попали в свое время в махаджирство, возвращение этих людей. Ну, мне кажется, чуть этот процесс затянулся. Мне кажется, что вот последние несколько лет мы не можем похвастаться. Да, но я к чему-то говорю, что многие же говорят, что вот пока экономическая составляющая государства вот такая, что мы и так далее. Но здесь Ирина не только экономическая. Многодетные здесь... семьи, они не богатые, как правило. Вы обратили внимание? Экономической ситуации нету. Это мировоззрение. Пожить самому хорошо, зачем мне нужны дети, это обременение для моей будущей хорошей
хорошей жизни. Да, вот, да, чем меньше детей, тем я могу комфортнее устроить свою жизнь. Это вот как бы какую-то категорию наших с вами сограждан ведет именно вот такая психология. Не наши ценности внедряют, Это не и наши не наши ценности. ценности Да. внедряют. Зачем нищета? Мне кажется, сегодня очень тяжело найти, да, огромное количество проблем у наших там сограждан, да, но сказать, что многодетные семьи могут голодать или что какие-то там очень какие-то серьезные проблемы будут. Во-первых, многодетные семьи были во все времена в нашей стране, когда экономическая ситуация была намного хуже, да, был голод, холод, но люди позволяли себе растить по 5, по 6 детей. Вы руководили службой государственного надзора республики за деятельностью в области связи. Честно говоря, я думаю, что мало знают об этой службе. Если можно, вот вкратце вот о самой вот этой структуре расскажите нам, чем эта служба занимается, занималась и занимается, и с какими проблемами сталкивается. Совершенно коротко, но чтобы было понятно, что я думаю, что это немаловажная такая структура вот, государственной власти. Проблемы с туризмом вот после торговли по структуре доходов, которые поступают в бюджет нашей страны, связь шла на втором месте. Оказание услуг связи – это очень серьезный вид деятельности, связь, и потом дальше идут технологии, это цифровизация, искусственный интеллект. И вот на связь на сегодняшний день и цифровизация является практически основой для всех отраслей экономики. Вот мир подходит и подошел уже к этому. Осуществлять контроль за деятельностью операторов связи, за этим видом услуг, это была очень важной задачей государства. Была организована служба, были определены люди, основной костяк этих людей составляли мы, которые, значит, прошли войну, работали в подразделениях связи нашего Министерства обороны, нынешний руководитель того же комитета Вы по были связи. командиром, Да, как да, назывался ваш отдельной батальон? роты связи, генерального штаба связи, замначальником связи армии. То есть и во время войны мы руководили подразделениями связи, и основной костяк этой организации составляли люди, специалисты, которые прошли войну, которые служили в подразделениях связи Министерства обороны. И, слава богу, и сегодня там такие люди находятся, и они очень эффективно в этом плане работают. Эффективность осуществления надзора за этим видом деятельности, первое, позволяет существенно увеличить поступления, которые идут от этого вида деятельности, финансовые, в бюджет, качество обслуживания, работа радиоэлектронных средств. Все радиоэлектронные средства, которые работают по технологии радио, у них у каждого есть своя частота, есть разбитые на всю территорию нашей страны. Задача этой организации была, чтобы эти частоты не мешали друг другу. Обеспечить совместимость работы этих частот. То есть, если одна частота работает, другой не должен мешать этой работе, чтобы не создавать ненужных помех. Для этого приобреталось и имеется в наличии соответствующее оборудование, проводятся экспертизы, обеспечение электромагнитной совместимости действующих радиоэлектронных средств в нашей стране. Для нашей маленькой страны, поверьте мне, огромное количество радиоэлектронных средств работает здесь. С большой задачей, которой справилась эта служба, это проведение рядом с нами Олимпийских игр, в которые это подразделение сделало очень большую работу для того, чтобы не создавать помехи тем радиоэлектронным средствам, которые обеспечивают проведение Олимпийских игр. Вы знаете, как директор телевидения, что огромное количество микрофонов, камер,
они работают на радио, да, вот, для того, чтобы эфирное время трансляции самого главного спортивного события, да, мирового уровня, эфирное время стоит и очень дорого. Обеспечить электромагнитную совместимость трансляции такого важного мероприятия – это очень серьезная задача. И я очень горд, что мои коллеги, мы все справились с этой задачей. У вас есть хорошие специалисты, я сталкивалась с этим. Но вот скажите, часто из сел разных районов Абхазии или из Кварчала, Чимчир и так далее звонят люди прямо на мой телефон. И они говорят, вот мы столько времени не смотрим абхазское телевидение, не показывает. Потом не показывают и некоторые российские каналы, к которым привыкли, скажем, там и так далее. И они думают, что проблема исходит от абхазского телевидения. Сначала я как-то начинала им разъяснять, что это тут не абхазское телевидение может решить эту проблему. Эту проблему решит Абхазсвязь, так я им отвечала. Это связисты, которые Дальше мы ваше телевидение. все время связывались и связываемся, кстати говоря, вот с ребятами из этой структуры. И они все время решают проблемы, но они говорят, что у них есть большие проблемы. Вот почему, скажем, месяцами где-то в селе Утап или, не знаю, Тхина, Чулоу и так далее, может не показывать абхазское телевидение, с чем это связано? Да, по старой работе, Да. и я долгое время имел... Вы эту работу знаете Да, хорошо, я эту работу да. знаю, и поэтому я в то время, когда мы работали, Ирина Шотова, вы прекрасно знаете, что у нас транслировались российские телевизионные каналы, заключались договоры, на основании которых и вещалось телевидение, радио российских телевизионных каналов. За счет поступления этих средств Абхазсвязь могла выплачивать заработную плату, проводить текущие капитальные ремонты как помещений, так и всего технического оборудования, которое обеспечивает трансляцию, в том числе и абхазского телевидения. Ну, были времена... И телевидение зарабатывало в то время, кстати. И телевидение ваше зарабатывало, да, вот за параллельное вещание. Потом нашлись господа, которые все это испоганили. Да, просто не хочется возвращаться испоганили к этой это, истории. И мы огромные долги выплатили. Да, и очень-очень долгое время мы сотрудничали с нашими российскими коллегами, значит, помогали заключать соответствующие договоры на вещание российских региональных или центральных телевизионных каналов. Ну, мы с вами знаем, что был период в нашей стране, когда вот эта работа, она была сведена на нет. Да, вот, на нет, да, на нет. И в том числе у вас были большие долги у абхазского телевидения, которые вы выплачивали. И используя вот эти вот средства, у Абхазсвязи была возможность содержать все технические сооружения, оборудование в нормально техническом исправном положении, в состоянии. А сейчас отсутствие этих средств не может. У нас вот Кварчальский РТПЦ, я знаю, находится без крыши. Телевизионные передатчики. Это то, что называют вышкой или передатчиком? На вышке стоит антенна, а под антенной есть помещение, в котором находится телевизионный передатчик. Да, надо ремонтировать крышу. Часто выходит из строя, и потому люди потом без телевидения сидят. Вы правы. Часто выходит из строя. Туда, вот, чтобы вы знали, были еще с советского времени наши сотрудники, которые жили в Ткварчале, они вахтовым методом поднимались на Ткварчальскую гору и по неделе там находились, чтобы каждый день подниматься и спускаться на эту телевизионную вышку невозможно было физически, поэтому они вахтовым методом. Этим людям надо выплачивать заработную плату, и это оборудование надо содержать в исправном состоянии. На все нужны средства. Нами несколько лет тому назад, вы в курсе, были инициированы мероприятия по созданию, по модернизации всей этой телевизионной сети, которая работает у нас в стране. К нам приезжали специалисты из Российской Федерации,
мы вместе произвели все необходимые измерения, определили, общем, подготовили есть техническое задание. проект. Есть Есть проект, и я да. очень рад, чтобы это возобновилось на недавних встречах президента нашей страны. Это было инициировано. Я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время, вот в эти дни приезжают специалисты, наши коллеги, Ага. да, и эта работа возобновится, и мы эту проблему... Если этот проект будет реализован, какие возможности появятся у граждан нашей страны? Вот, 90 что это им дает? Да. Как минимум 94% населения нашей страны будут смотреть как минимум 2 мультиплекса современного цифрового телевидения в хорошем качестве, в стандарте. За это им надо платить? Кому? Что, вообще кому-то вот ежемесячно что-то нужно людям будет платить или нет? Связисты, которые будут обеспечивать вещание этих каналов, собственники этих каналов, это если российские каналы, если абхазские каналы, собственники этих каналов, за вещание они должны оплачивать людям, предприятию, которое вещает, тем же и связистам. Каналы, да, а простые граждане? Нет, простым гражданам абсолютно речь. нет. А простые граждане простые ничего граждане не будут платить? абсолютно. Это будут некодированные каналы, на них ничего не надо будет покупать. Если его телевизионный приемник позволяет принимать этот сигнал, он будет принимать, ну, старые вот эти вот ламповые телевизоры, они не смогут, да, ну, если... Ну, сейчас мало у кого есть старые ламповые, уже, наверное, люди перешли вот уже на старые плазму. телевизионные приемники, наверное, это будет очень проблема, там надо будет дополнительно какие-то приемные устройства, а современные телевизоры, они в стандарте T2. И вот это вещание, все, там и абхазское, и не абхазское, Всё. будет доступно для всех граждан. В том числе регионально. Мы смогли сделать тогда, за тот период, еще вот есть Гагарское телевидение, Гудаутское телевидение, ГАЛ. Они во взаимодействии с абхазским телевидением, мы так планируем. Не хочу возвращаться к страшной трагедии в парламенте. Но я сейчас, когда готовилась к передаче, кстати, вот совсем обойти этот вопрос я не могла. Порой мы сами становимся заложниками, я так подумала, после того, что произошло, заложниками собственной безалаберности, халатности и неуважения к закону. Это явление, к сожалению, общее. Я вот хочу задать такой вопрос. То, что случилось, все знают, и, по-моему, многие люди продолжают за это переживать. И не переживать тоже невозможно, но о самой трагедии, которая произошла, жуткой, в результате которой мы потеряли очень хорошего человека, ценного вообще, хорошего человека очень делового, патриота. Не только семья потеряла вся Абхазия. Вот после того, что случилось сегодня, хочу спросить, интересно, в здание парламента сегодня можно попасть с оружием? Вот, скажем, с пистолетом. Я почему задаю этот вопрос? После этого парламент сам как-то вот занимался этим вопросом. Какие-то выводы были сделаны соответствующими структурами и так далее? Или вообще до сих пор не до этого? Произошла очень большая беда. Очень большая беда. Мы, кроме того, что были коллегами, мы еще были друзьями. И дружили очень-очень много лет. Это не должно было произойти. Я никогда бы не подумал бы, что те участники этого, вот это может это все это дело произойти. Видимо, те бурные политические события, я не знаю, я не хочу это комментировать, но парламентом мы обсуждали эту ситуацию, и спикером нашего парламента мы все сказали: друзья, давайте это дело надо будет прекращать, с оружием заходить в здание парламента никому, ни депутатам, ни охранникам, ни членам семьи. Мы приняли решение, что
депутатский корпус и все, кто заходит в здание парламента, они не должны с собой как бы, да, носить оружие. Даны были соответствующие поручения и службе охраны, которые да, поставили приборы специальные, поставили специальные шкафчики, куда можно складывать оружие, которое будет изыматься, там, где это будет закрываться. Эти меры предприняты. На это была реакция. Мы все осудили то, что произошло, и мы все между собой договорились, что с оружием заходить... Я вообще не любитель носить оружие, но вот, я считаю, что в здании парламента это помимо того, что произошла чудовищная трагедия и пострадал абсолютно невинный ни в чем человек, большой патриот нашей страны, это очень сильно ударило по авторитету главного законодательного органа, по всем нам, депутатам. Очень большая, серьезная репутационная Я к чему беда. говорю, если бы, скажем, никто не мог бы, в том числе и депутат, с оружием попасть в здание парламента, понятно, что этого не было бы. Я хочу вам сказать, что более того, после того, как еще какие-то события нехорошие произошли с убийством наших сограждан там, в кафе, там, да, вот, инициирован вообще законопроект о запрете ношения оружия. Я думаю, что к рассмотрению этого вопроса мы вернемся в ближайшее время. Я иногда говорю, что мы как-то не скучно живем, но я иронизирую, конечно. Но постоянная такая бесстрессовая ситуация в политической жизни прежде всего. Эта ситуация мало кого обходит, особенно, конечно, тех, кто вовлечен в политическую деятельность нашей страны. Я вот немножко уже подхожу к личным вопросам. В процессе всех вот этих событий как раз-таки у вас возникли проблемы со здоровьем. Где-то когда-то читала, что чтобы заниматься политикой, у человека должна быть кожа носорога, то есть человек должен быть толстокожим. А если человек не безразличный, эмоциональный, ну, мимо точно эта ситуация не пройдет. После того, как вот возникла проблема со здоровьем, проблема-то она все же серьезная, вы пересмотрели свое восприятие проблем? Вообще говорят, что когда нет выхода, ищут вход. Я думаю, что я уже не переделаюсь. Я не могу относиться ко всем событиям. Да, я очень эмоциональный человек, я все близко к сердцу, все, что происходит негативное. Ну, попробовали, да. Попытались в себе что-то изменить, вот отношение к... Я думаю, нет, не получится. Мне эмоциональные люди ближе, честно говоря. Вы знаете, у меня был семинар в университете, и студенты так тихо, без капли харизмы рассказывают, и я разошлась, я говорю, вы что это, говорю, не живые, что ли? Эмоциональный человек вы, да, но вы разве не умеете уходить от конфликтов? Эмоциональность проявляется, наверное, в тех ситуациях, когда уже невозможно обойти, да, вот какой-то конфликт. А если конфликт можно обойти и принять решение, уйдя от каких-то проблем, я обычно так и поступаю. Ну, эмоциональность, выражение своих взглядов на принятие тех или иных решений, это далеко не истеричность, да, а именно эмоциональное выражение своих мыслей по решению какой-то проблемы, которая существует. Но вас легко можно вовлечь в конфликт? Нет. Вы не спровоцировали, вы как бы ни при чем, но вовлечь вас трудно? Трудно вовлечь? Нет. Трудно, да? Я стараюсь уходить вообще от конфликтов. Но бывают же разные ситуации. Не то, что мужчинам, женщинам бывает, что себя сдержать очень трудно. Но женщины-то они могут начать там истерить, кричать, там, хамить, оскорблять и так далее. Да, мужчинам сложнее в этом смысле. Вот скажем, если какой-то там оторва оскорбил вас, жестко оскорбил, на что вы сделаете? Вы можете его ударить? Да, я думаю, да. Да? Да.
какой-то обычный спор, конечно, это нет, но если оскорбление очень серьезное, конечно, это будет иметь последствия. Аԥсшәа хсисуеит, хәыҷык избазар аԥсшәа даара ибзианы ижәдыруеит. Шәыԥшәма доурысуп. Екатерина Онищенко иреиҳаӡоу аусбарҭаҿы аусӡбаҩ дхәыҷаахыс дыздыруеит, дҟәышын дҟәышуп, аусураҿы даара ҳаҭыр лықәуп, профессионалк иаҳасабала, насгьы уаҩԥсасгьы. Маӡа хәыҷык еилыскаар сҭахуп. Аԥсуа ҭаацәара даланагалеит, аԥсуара лызлыдкылама, еилылкаама? Ҳара хәыҷык ҳуадаҩуп, ҳмариаӡам. Еилылкааит ҳәа сгәы иаанагоит, нас ижәажәаба шықәса ирзааигәоуп ус ҳҭаацәа рыҟоуижьҭеи. Ушьҭа нас зегьы дрышьцыланы дыҟоуп, аха налцәуадаҩыз аԥхьатәи ашықәсқәа ракәын, лара дызлааӡаз аҭагылазаашьа акакәын, сара абри аԥсуа традициала иеибарку аҭаацәара иахылҵыз ауаҩԥсы аибашьра иалҵыз, нас ари аибашьра аџьбара унаҭоит зегьы-рнервқәа ахымҩаԥгашьараҿы хәҷык иара ачҳара абри учҳара маҷхошәагьы аҭагылазаашьақәа ҟалоит агьоит, аха нас ус сгәы иаанагоит иахьа аԥсуа ҵас иатәу ҳарҭ ауаҭанха ацәгьа абзиаҿы ахаҵгыларагьы ахәыҷқәа аԥсшәа иадышәцалама, мамзаргьы иуадаҩхама аԥсшәа дырҵара? Сара сзыҳәан иуадаҩын, аиаша шәасҳәоит, сара ахәыҷы аиҳабы аӡӷаб аԥсуа школ ҭасҵеит, аԥсуа хәыҷ баҳча ҭасҵеит, аԥсуа школ ҭасҵеит, нас лымкаала аԥсуа бызшәа лзырҵоз апедагогцәа рышҟа днасышьҭит. Уи сара ишысҭаху акәымзаргьы илдыруеит аԥсшәа ҭаацәа илаԥсаҿы иахылҿиааз, нас саргьы аамҭа сымаӡамызт ахәҷқәа рааӡара, аррамаҵура схазго, нас аМВД аҿы аус азуан, хәгьыҽынгьы. Уи сара хәҿыхроуп ҳәа сара исҳәаӡом, уи сара сагхоуп, сара еилыскаауеит аԥсуа бызшәа дырҵараҿы хәыҷык агха сымоуп, сара ишысҭаху еиԥш ирыздырӡып, ирҵартә еиԥш. Ақыҭа шәадҳәалоума, џьырхәа шәцома, шәаауама? Сара саб, сабду игәараҭа зегьы џьырхәа иҟоуп, уа сашьцәа нхоит, ласы-ласы сцоит, қыҭацәгьы лабзиа збоит, ихәҷык сықәрынne аамышьҭахь иаҳа игәхьаазгогьы салагоит, игәхьаазго салагоит, убрахь исыхо иалагоит, схәыҷра, сҩызцәа цәаныррақәа сзааҩуа иалагт, ақыҭахь иаҳа сгьежьыр цәгьа исымбо аҟынӡа убранӡа сазааигәаны сыҟоуп. Ицәгьаӡам, уи бзиоуп. Сԥсҭазаараҿы сара схәыцрақәа роуп исҳәо, ирацәоушәа збоит абри аԥсуаа ҳҿы аиқәаҵәа аԥштәы. Ажәлар зегьы аиқәаҵәа иагәылаҳәоуп, агәалаҟазара бзиа абри демонстрациа сҳәаӡом, аха ауаа ирылыжжуа убас ҳзыҟамлеит ҩажәижәаба шықәса рыҩныҵҟа, убасгьы збоит аԥыжәара амоуп ҳәа иацтәи амш иахьаҵкыс, мзар уаҵәтәи аҵкыс. Уаҵәы акәӡам ҳахьыԥшуа абри. Ҳашьҭахьоуп есымша ҳахьыԥшуа. Шәгәы ишԥаанаго, изыхәҭада аԥсуаа иҿыцу адоуҳатә мчы рыҭара? Ҳара раԥхьаӡа еилаҳкаароуп ҳара ҳахыҟоу ҳҭагылазаашьа шыҟоу, ҳара ҳшмилаҭ хәҷу, ҳаныӡӡаара милаҭк иаҳасабала ҳара ҳхыԥхьаӡара злаҟоула, хара анеира абас даҽа шәышықәса, ҩышықәса ҳаԥсуа милаҭ абри иахьа иҟоу атенденциақәа рыла ҳазнеиуа, ҳазымнеиуа ҳәа убри ашәарҭа еилкааны, егьа ҳагзаргьы иахьа алашара аганахь ма ӡын ҳмоуаҟоуп, ма џьара мҩак ахыҵәгьы ыҟоуп, агьоуп, аха ҳара ҳаԥсуа милаҭ сара сгәаанагарала иахьа иеиӷьны ҳаԥсуа милаҭ абри иааидкыланы иуҳәозар,
حرا حنخرب حرا حبس وميلات يخبي خكويتري حمو حاونا برياتورة خجيغز وي يشنز يشخص خزجة ده شكال يغز رقلون وسقبي وسقن يغز خكويتري خيغو خكويتري بشك أيجر بشرية من شالهم زرقلا بخا حريح دروزر ماتيريال لا مسراوزم حرا حميلات شيبركو دوحة مزو بزفا مزو حرا حتساسكو مزو حرا حزليبركو أبسوا حرا حتقل زاشيخا حشغو يلقان حيدقلنا حيسخران يخير بري نسي يقوم политика خطسكو جنسو وبريجي برخاغو زجي برخاغو أبسوا حرا حميلاتها جيارة زحن حرا خشار الله يحا ناس خب خزار الله حقزرو أي بشرح راح بشيني جوي شو بسز يقاز ويني جوي كي يقاز محجر يقاز عبري حرا حبس وميلات زحن يقزرو بريود كباس ويني جو بشش بسراقرا رز حرك حالم جزوبي خيال خز حنت كار وزيال خرني وحنت كارش حاجلر ماج عبري проблема كيغو حرا حنت زارا عام تماير زحن بس проблема كدنيا جيغو ايلو يندريغو حتفجنا بس حفجنا يقا حمزار خشيك حشبه حميلات حشبه يوكو قلرب خب خزار يخشيك حب غايت زحرب اتقل زعشا خويا زحورو حاك حخمسكوا حميلات يخرب خاغ خو حاك حخمسكوا بس حشيبه نحصر خشيك حاجل ريحه يشوكو قلرب يغلط حسبيانا قد اشرت دودز خب خزار الله اشرت دودز حتقلو Абряхтыр тәрәчен його півфінал то зар хасыс фазаги рахто. Хтыр тәрә абсуарым яхзу. Нас аха философия генас убыс хасхуцно пусипшки зак хцас. Харахам йоджун яха назара корацопаха згреха їхадо ак ярбано. Згреха їдзбато. زجري حيز بدو حرا خب خزار الله ديموغرافيا الله حرا حبس وميلات حرا أبس وحنتكار يشوتني قربة وبريو تجلس عشان بحثرو وبريو تجلس عشان بحثر زحن إيكونوميكا جيارة политика процесс كورج يقوى خطسكوا حرا يلاحق وزروب أي شقوي نوب ميلاد كرزيجي قروب حنتكار كرزيجي قروبها وسقي يقوم زرقلاب حنتكار كاد نوب وون يالو حنتكار كراج زرقي حرت خدوني شيء سوخ تسكوي حدر بود أزوي يزيد حرت تراجي سزيجي جوت حميلات خشوب حنتكار جيوغرافيا لا خشوكي خشوب حرت ميلاد دو كراست يحخشوي حري حمزروب يحتفنركوا يحي حمزروب يحشرتكوا حزق زروب حوي بترى يحي حمزروب يحي يسخرها وزروب أبسني حري حزان خيت أبسوا حميوها شنالت أبسوا حميو نمترو زخ جرامة زمكوي قلرت حزقي بتو يحصل يزعم حري شوية في الجونير ويشارك غوبا رخ بتياتر الجونير واي أو خام جونير يوم نو يبزيد زم حرت حان قلروب يغزروب حاك حخان قلشان أبسوا حميو تفجيليات حلوب حراي حقولت في حيز غزاشة تفجيليات حلوب حريح دروز روبا يحزايغو ميلات روما يحغو روما حرا دري حري حيز غزاشا حرا حيلات شاجنا حيز غزاشا تشن بلرا وبريوب ياشو عايز خسرة تخوب يحا يريغز حا أتكز ماس حيش بخزز السارة يربنو سافحرس أبري ديموغرافيا كان خلا يغو السارة يحا وبري السارة زيغراستي يسكو بخير شوي تخوت سرسكوي تخوت حرا حماجرة أبسوا حماجرة تفجيلا شوي تخوما سكوي تخوت أي سري يستخوب يتزجي يبنقلب زخنجر وصمي يبنقلب أي أبسوا حبجيكو أبسوا حرا حنتكار حرا حبنا أبسوا حميو نمزرو وبري وتقلز عشا حزغل روبري بزجاحتو أي
Абас йықын апсуарымия Беслан Халваш сысыны дызтаз, итабу Беслан Виктор Ипа, итабу Пахопшца, ехешехоп, шимшибш ваншалахат. И табу бабхерах сыштас, и табу.